1 января 2026 года повысится заработная плата основных категорий работников государственных учреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан. Повышение средней заработной платы относится к режиму софинансирования. На эти цели предполагается выделить около 305 миллионов рублей. Конкретный размер повышения будет зависеть от квалификации и режима работы. Необходимо учитывать, что заработная плата каждого конкретного работника, она будет зависеть от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда, в силу чего конкретная заработная плата отдельно взятого работника, она может быть немного выше, либо ниже установленных целевых значений. Также Кабмин внес изменения в перечень сырья и материалов, которые освобождаются от налогообложения при ввозе на территорию Республики Абхазия для промышленного производства товаров, аналогов, непроизводимых в республике. Данный проект постановления подготовлен в соответствии с поручением президента Республики Абхазия о проведении инвентаризации, оценки эффективности деятельности таможенных и налоговых льгот с тем, чтобы представить предложения по их оптимизации с учетом принципа экономической целесообразности. По словам главы таможенного комитета Отара Хетце, при этом таможенные потери будут заметны. Но, как утверждает министр финансов, в итоге общие налоговые поступления не пострадают, так как исключается только пошлина. При этом из перечня беспошлинного ввоза исключены растения и их части – нефтяной кокс, нефтяной битум и прочие остатки переработки нефти, природный битум, асфальт, сланцы и песчаники, битумные смеси, используемые для дорожных покрытий. Исключены эфирные масла, экстракты и концентраты, включая водные дистилляты, тюли, прочие сетчатые полотна и кружева, мебельные, декоративные и рисунчатые ткани ручной работы, включая гобелены. В том числе здесь, например, речь идет о тех позициях, которые не участвуют непосредственно в производственных процессах. Это машины бытового назначения, косилки для газонов, железнодорожное оборудование и так далее. Также здесь коснулись изменения коснулись в том числе транспортных средств. Мы их исключили из этого перечня, так как они, в принципе, в силу закона и так освобождены от налога на добавленную стоимость, и их наличие в этом перечне, на наш взгляд, является излишним. Кабмин утвердил проект постановления о предоставлении президенту страны предложения о заключении соглашения между Абхазией и Россией о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития республики на 2026-2030 годы. Среди основных направлений, на которые предполагается предоставление средств в рамках этого соглашения, необходимо обозначить следующие направления. Это финансирование текущей так называемой базовой части помощи в целях социально-экономического развития, мероприятий по повышению заработной платы отдельных категорий работников государственных органов и учреждений Республики Абхазия, в том числе в области образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан. Также материально-техническое повышение, обеспечение органов внутренних дел и дополнительно расходы, связанные с функционированием силовых структур Республики Абхазия, в том числе финансирование расходов совместного информационно-координационного центра МВД Республики Абхазия и Российской Федерации. Правительство подготовило план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве на 2025-2027 годы между Кабинетом министров Абхазии и Кабинетом министров Адыгеи. Он включает в себя взаимодействие по таким ключевым направлениям, как промышленность, внешнеэкономическая деятельность, сельское хозяйство, здравоохранение, социальная защита населения, образование, наука, молодежная политика, культура, физкультура и спорт, туризм, охрана окружающей среды, развитие гражданского общества. Налаживание этого взаимодействия связано с следующими задачами. Выстраивание прямых взаимоотношений торгово-экономических между производителями и импортерами продукции из Республики Абхазия с их визави на территории того или иного субъекта, в данном случае Республики Адыгея. То есть у нас наблюдается на протяжении многих лет импорт продуктов с различных регионов Российской Федерации, в том числе произведенных и в регионах Урала и далее на восток, но при этом довольно часто по информации, которая прослеживается по внешнеэкономическим контрактам,
Товары поступают в Республику Абхазия из Краснодарского края, из Ростовской области, то есть не напрямую от производителя, а через торговых посредников оптовых. В данном случае одна из задач этого соглашения – это организация прямой кооперации между производителями российскими и производителями абхазскими и их покупателями, соответственно, в Республике Абхазия и в Российской Федерации. В решении данной задачи также будет задействована Торгово-промышленная палата Республики Абхазия, у которой налажено тесное взаимодействие с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и ее территориальными подразделениями во многих субъектах. ТПП оказывает значительную поддержку в налаживании прямых контактов между участниками внешнеэкономической деятельности. Также в Абхазии повысит контроль за качеством социальных услуг. По решению Кабмина в республике вводится обязательная государственная аккредитация поставщиков социальных услуг. Утвержден порядок признания таких юридических лиц. Аккредитация будет проводиться с периодичностью раз в 5 лет и послужит механизмом подтверждения того, что поставщики соответствуют всем установленным законодательством требованиям, включая необходимые кадровые и материально-технические стандарты. Порядком предусмотрена четкая процедура в 5 этапов от подачи документов до выдачи сертификата с общим сроком не более 40 рабочих дней. Процедура предусматривает двойной контроль, документарную проверку и выездную оценку фактического соответствия, проводимую комиссией. Предусмотрен механизм приостановления и аннулирования аккредитации при выявлении нарушений, что обеспечивает постоянный контроль за качеством. Также в ходе заседания Кабмина был утвержден объем лесосечного фонда и лесовосстановительных работ в лесах Абхазии в 2026 году. Объем лесосечного фонда составит 21 746 кубометров, что на 600 кубометров меньше, чем в прошлом году. Основной упор в лесозаготовке делается на восточную часть страны. Марьяна Котова, Евгений Сильченко, Абаза ТВ.